Всем мира, друзья! Сегодня поговорим о том, как Московское княжество завоевало Астрахань. До середины XVI века Россия находилась далеко от Волжских низовьев и не вмешивалась активно в тамошние дела. Политическое присутствие Москвы стало ощущаться с 1540-х годов. Один из свергнутых астраханских ханов Дервиш-Али поселился на Руси под покровительством царя. К тому времени в московском государстве обреталось уже несколько царевичей из Хаджитархана, и русское правительство могло выбирать из них желательного претендента на ханствование. Обширный опыт посаживания зависимых монархов был отработан в Казани. Нагаи настаивали на воцарении Дервиша-Али, уверяя, что он будет верен и им, и царю. Царь долго колебался, потому что вмешательство в дела Астрахани, выступления против тогдашнего астраханского хана Ямгурчи грозили вылиться в конфликт с Крымом. Да и выгодная торговля по Волге, ввоз волжской рыбы на Русь, активная работа рынков Астрахани удерживали русское правительство от войны. Однако после взятия Казанского ханства московское правительство решило распространить свое влияние на все Поволжье. В отношении Астраханского ханства не действовали доводы, которые могли оправдывать завоевание ханства Казанского. Комплекс реальных и надуманных причин этого завоевания, таких как прекращение татарских набегов, освобождение из полона множества якобы русских невольников, пополнение земельного фонда для раздачи дворянам плодородных угодий, овладение торговыми путями, торжество православия над исламом, были неприменимы к Астрахани, за исключением разве что последнего пункта. Нижневолжский юрт всегда являлся для России сравнительно безопасным, отдаленным, был окружен неблагодатными пашнями, а полупустынями. Поэтому для обоснования Астраханской кампании возникла иная идея о тождестве татарской Астрахани с древней Тьму-Тараканью, уделом князя Мстислава Владимировича XI века, и потому якобы исконной вотчиной великого государя. Дервиш-Али приехал в Москву в октябре 1551 года. На царской аудиенции он бил челом, чтобы государь учинил его на Астрахани, но царь, подумав с боярами, решил пожаловать и Дервиша царя городом Звенигородом, куда тот отбыл в марте 1552 года. Ногайским союзникам было послано сообщение, что астраханец милостиво принят и пожалован. Царь просил отправить в Звенигород семью Дервиша-Али, которая жила в Ногайской Орде, и обещал со временем послать на Астрахань свое войско в судех со многими пушками и пищалями. Если глава Нагаев Би-Юсуф без энтузиазма отнесся к затее войны России с Астраханским ханством и неминуемой ссорой с Крымом, то для его брата и фактического соправителя Исмаила план посадить там на престол Дервиша-Али превратился в навязчивую идею. В 1551-52 годах Исмаил многократно предлагал царю Ивану идти на Ямгурчи, заменить его на Дервиша-Али, как когда-то на шейха Али в Казани. Он обещал свою помощь. Приемы убеждения он придумывал разные. То заверял адресата в нерушимой преданности претендента, своего сестринича царю и нагаям, то предлагал держать в Москве сына Дервиша-Али в залог лояльности отца, то приводил в пример кабардинцев, которые в свое время дважды сажали ханов в Астрахани. Иван IV не отказывался и даже поддакивал, напоминая о своей прежней дружбе с Аккабеком, но всякий раз твердо заявлял, что на первом месте для него сейчас стоит казанское дело. А вот после взятия Казани он решил взяться за решение астраханского вопроса. Его постоянно торопил Исмаил, который недоумевал, почему царь держит Дервиша-Али в Звенигороде и не отпускает его в Ногайскую Орду, не снаряжает рать на Нижнюю Волгу. Исмаил напоминал, что одним нагаям не под силу захватить Хаджитархан, так как у них нет огнестрельного оружия. Наконец было принято решение, что русское войско двинется по реке в судах, а ногайская конница берегом. Если удастся взять город, то царским воеводам посадите на Астрахань царя Дервиша, а Исмаилю сына или племянника, видимо, на пост Беклербека при хане. Сразу после этого Исмаил должен начать вооруженную борьбу с Бием Юсуфом. Окончательно эти условия были закреплены на переговорах Ногайского посольства в русской столице в октябре 1553 года. Царь наметил завоевание Астраханского юрта на ближайшую весну. В официальное идеологическое оправдание войны входила и оборона ногайских союзников от набегов хана Имгурчи. В феврале 1554 года Исмаилу был послан Микола Бровцин. Он должен был конфиденциально
то есть приступая близко и молвить тихо, как указано в записях, и сложить план кампании и участия в ней Исмаиловых нагаев. На них возлагалась задача дождаться армию воеводы Шемякина-Пронского у Переволоки, затем отправить часть людей на корабли, а остальным идти на Астрахань, по взятии ее назначить туда бека, своего князя доброго, который бы умел юрт сдержать, а также выделить необходимую свиту и охрану для нового хана Дервиша Али. При хане был предусмотрен русский советник, но если Исмаил и Дервиш Али не увидят в нем необходимости, то пусть отправят его на Русь. Тех астраханцев, что наверняка побегут из города, надлежит успокоить и убедить вернуться. После успокоения дел Исмаилу предлагалось послать Ивану IV свои предложения по укреплению нового режима в ханстве, чтобы на нем Дервиш-Саль впереди был неподвижно. После ледохода войска князя Шемякина-Пронского выступило на юг. Оно насчитывало 30 тысяч человек. Но нагайских союзников на условленном месте встречи не оказалось. Исмаил не рискнул принять участие в походе, потому что как раз в это время, летом 1554-го, началась его ожесточенная борьба с Бием Юсуфом. Сказание о взятии Астрахани кратко сообщает, что он завоевался и оттого не явился к Переволоке. Бровцин, все еще сидевший в ставке Нураддина Исмаила, рассказал впоследствии об этом подробнее. Хотя Исмаил и велел своему писцу скопировать царский план войны, но заявил, что ему не до Астрахани, а до себя. Правда, чувствуя вину перед московским союзником, он послал верховых искать на Волге Дервиша Али и Пронского, чтобы объяснить ситуацию и, может быть, отговорить их от продвижения к Хаджи-Тархану. Но те уже шли вперед, не дождавшись нагаев. 2 июля 1554 года столица ханства была занята русскими без малейшего сопротивления. Ямгурчи бежал в Азовские степи. Русские поспешно и ошибочно объявили, будто он утонул в Волге. В юрте воцарился Дервиш Али. При нем состоял наместник-протектор, давний знаток татарских и нагайских проблем, искусный дипломат Петр Тургенев. Поскольку нагаи не приняли участие в кампании, вопрос о введении должности Беклербека, князя, даже не поднимался, и вообще интересы нагайской орды были в целом проигнорированы. Те 40 тысяч алтын, по русскому счету 1200 рублей, что когда-то заволжские бии пробовали взимать с Астрахани, Дервиш Али должен был теперь ежегодно отчислять в Москву вместе с овцами, лошадьми и 3000 осетров. В улусы и юрта были разосланы грамоты с гарантиями безопасности для населения. Оно, первоначально напуганное приходом неверных, стало возвращаться на свои прежние места. При упоминании об этом событии источники называют 17 тысяч или 7 тысяч черных и кочевных людей, простолюдинов, 3000 представителей мусульманского духовенства и 500 представителей правящей элиты, беков, мирс и агланов. К царским воеводам прибыла депутация от татарской знати с изъявлением своей готовности подчиниться и служить московскому царю и новому хану Астрахани. Первое время Дервиш Али соблюдал лояльность к старшим государям Ивану IV и Исмаилу. Тот в конце 1554 года сверг Юсуфа и стал нагайским беем. Он доводился последнему племянником по матери, а с недавних пор еще и зятем, мужем дочери. Исмаил высказывал в переписке с царем полное удовлетворение и предлагал дальнейшее сотрудничество по укреплению власти Дервиша Али и Русско-Ногайского союза. В частности, до Ивана IV доводилась мысль об охране астраханцами Влужских переправ, чтобы водяным путем не пришли к Астрахани враги, а сам Исмаил обязался полем рати не пустить. Рать ожидалась и со стороны Крыма, и от свергнутого Ямгурчи-хана. Однако союзнические настроения у русского и нагайского ставленника вскоре поутихли. Недолго пожив под унизительным присмотром московских резидентов и под постоянной угрозой крымского вторжения, Дервиш Али решил сменить патрона и демонстративно стал налаживать связи с Бахчисараем. Тем более, что к этому его подвигала коалиционная политика крымского хана Давлетгирея I. В противовес Бию Исмаилу Дервиш Али задумал поддержать казачествующих нагайских мирс, сирот Бия Юсуфа, которые уже успели к тому времени убедить Давлет-Гирея предоставить им помощь против Исмаила, убийцы их отца. При ханском дворе обретался и Ямгурчи. Бывший хан однажды уже направил своих пищальников в составе совместного войска Юсуфовичей и Ямгурчи на свержение Дервиша Али и изгнание русских из Астрахани.
Хотя они и были отбиты от города, Дервиш-Али решил более не злить многочисленных и агрессивных крымцев. Из Бахчисарая он пригласил к себе в наследники Калги-царевича Хасбулат-Гирея, а Юсуфовичам обещал помогать против Исмаила. Обрадованные казаки прогнали от себя Ямгурчи, с астраханским же правителем заключили шортное соглашение о союзе против Бия. Дервиш-Али помог им переправиться через Волгу с крымской западной стороны на Ногайскую восточную. Соответственно, у него произошел полный разрыв с русским протектором Тургеневым, который пытался отговорить своего подопечного от рискованных авантюр. По одним сведениям, Тургенев сам выехал из Астрахани, превращающегося во враждебное России государство, а по другим был выгнан Дервишем Али. Узнав о смене политической ориентации вассального хана, Иван IV направил на юг отряд стрелецкого головы Григория Ковтырева. Тот встретил по дороге Тургенева, и вместе они въехали в Астрахань. Город был безлюден. Все жители во главе с ханом бежали, напуганные слухами о царском приказе расправиться с ними. После объявления об отмене государевой выплаты астраханцам дани за текущий год беженцы возвратились. Новым представителем московского царя был назначен Леонтий Мансуров. Он устроил свою резиденцию в малом городе у Волги, одним из двух обнесенных камышовыми стенами городков, из которых, вероятно, состоял Хаджи-Тархан того времени. В другом городке жил Дервиш-Али. В начале 1556 года астраханский хан пошел на прямой разрыв со своим московским покровителем. По его приказу были убиты царские гонцы, а Мансуров едва успел уплыть на судах от татар, неожиданно напавших на малый город. Так Дервиш-Али превратился в противника Ивана IV. Ценой уступок и интриг он сумел избежать войны с Крымом, но навлек на себя новую экспедицию с севера. Между посольским приказом и ставками высших ногайских мирс засновали гонцы. Кочевники и Москва разрабатывали очередной план усмирения астраханского ханства. Правда, опыт сотрудничества с ногаями во время предыдущего занятия Хаджи-Тархана 1554 года не позволял Ивану рассчитывать на активную помощь из степи. К тому же Исмаил по вине Дервиш-Али вынужден был теперь сражаться с прорвавшимися за Волгу племянниками, поэтому на сей раз от Бия требовалось не войска, а лишь 5-6 агентов-информаторов, которые осели бы в городе после будущего занятия его воеводами и сообщали Бию обо всех тамошних делах. Кроме того, в случае поражения в династических схватках Исмаилу предлагалось не искать себе иного убежища, кроме Астрахани. Воеводам же был дан приказ в Астрахани всем покоите Бия и промышляйте за один против его недругов. Если Астрахань царю взять не удастся, то для поселения главе Ногайской Орды предназначалась Казань. Исмаил со своей стороны настаивал на радикальном решении астраханского вопроса. Он призывал направить в Волжские низовья большое войско и уничтожить город со всем населением. Одного дыму не оставил еси. А если Иван Васильевич решит, будто после этого без царя и без татар быть и нельзя, то пусть посадит на трон служивого царевича Кайбулу, сына одного из астраханских ханов, а похочет татар иного, татар мы добудем. 25 сентября 1556 года русская армия вновь, как и 2 года назад, без единого выстрела и каких-либо препятствий заняла опустевшую столицу юрты. Хан и жители бежали, спасаясь от враждебного наступления. Перед этим они выжгли город. Место династии чингизидов заняли царские воеводы Иван Черемисинов и Михаил Колупаев. Казачествующие сыновья покойного ногайского Бия Юсуфа решили загладить вину перед Москвой. Свое участие в крымском походе на Астрахань осенью 1554 года и опоре на регента Дервиш-Али. Бежавший астраханский хан был разгромлен ими. Пушки, присланные ему из Крыма Давлет-Гиреем, мирза отобрали и привезли воеводам в Астрахань. А Дервиш побежал в Азов, а оттуда к Мекке. Сыновья его, так же как и часть астраханской знати, укрылись в османских владениях. Друзья, мы как всегда рады, что вы с нами и читаем ваши комментарии и пожелания под видео. Знакомьтесь с историей вместе с нами и подписывайтесь на наш канал. Ассаламу алейкум, сау балагас, и до новых встреч. Пока.